Состоялись публичные слушания по проекту новой редакции правил благоустройства, представленными заместителем главы города Якутска по развитию территорий Алексеем Корниловым и главным архитектором столицы республики Семеном Сергеевым. Как отметил Алексей Корнилов, прежние правила благоустройства принимались в 2011 году. Сейчас пришло время принять их в новой редакции с учетом произошедших изменений как в законодательстве России, так и в соответствии с требованиями времени. По России подобные правила были приняты во всех муниципальных образованиях городского типа. По словам главного архитектора Якутска Семена Сергеева, в новой редакции от прежних правил благоустройства осталось только порядка 40%. Этот документ, он важен, и он является важным инструментом для того, чтобы с ними работать. Наши управы, наши контролеры, они должны работать с этим документом. Кроме специалистов администрации, с этим документом должны работать еще и общественники. То есть мы видим так, чтобы каждый житель, каждый гражданин видел для себя и видел для своих соседей требования, которые не надо нарушать для того, чтобы создать комфортные условия проживания. В публичных слушаниях приняли участие общественные организации, жители города. Было задано много вопросов, внесены предложения. В частности, был поднят вопрос о системном контроле за соблюдением правил благоустройства. Говорилось о необходимости решения проблемы заброшенных зданий Якутска. То есть у нас этот парадокс того, что на территории муниципального образования города Якутск у нас, как в Соединенных Штатах, это территория республики, это территория федеральная, это территория муниципальная, и никто ни за что не отвечает, к сожалению. И мы подняли вопрос о том, что все-таки надо повысить ответственность горожан за все эти нехорошие вещи, как тот выгул собак и не уборка за ними, как выброс мусора из балконов, окурки влево-вправо из машин на остановках. Никто никого никогда не штрафует. Про балкон мы говорили о захламленности балконов. Просто люди, даже возьмите 203-й микрорайон, новый микрорайон, идешь мимо, весь балкон завален хламом, который там они копили 30 лет. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, это пожароопасно. Мы говорим об этом в первую очередь. То есть хотя бы первая линия наших дорог, то есть основных, хотя бы на них, чтобы был какой-то соответственный порядок. У нас все любят рассуждать о порядке, о грязи, о том, что город у нас нехороший, но никто не смотрит за собой лично. Идут, говорят, некуда бросить окурок. Окурок – это твоя проблема. Японцев, в Японии вообще нет урн, за ними никто не убирает. Съел шоколадку, положи фантик в сумку. Выкурил сигарету, положи в носимую с собой пепельницу. Если человек бросил окурок, он получает штраф. Все говорят, там в Европе как хорошо, как чисто. Давайте тоже сделать 500 евро штраф за окурок. И все. И не надо с ними сюсюкаться. Не помыл фасад, штраф, напротив нас. Мэрия, бывшее здание кафе Венеция. Что это такое? Из кабинета мэра видно это. Идите, наложите на них штраф 10 тысяч, через неделю еще 10 тысяч. Через месяц 100 тысяч. Не оплатили, изъяли. Так должно быть. Тогда люди будут понимать дисциплину. В целом, общественность города высказалась за скорейшее принятие новых правил благоустройства города.